Этот солнечный цветок, который так и называется солнцецвет манитолистный, как говорится, можно по пальцам пересчитать. И в Коми он растет лишь в заказнике белая кедва. Таких редких видов растений в Красной книге республики 314, а еще 150 грибов и лишайников, 68 животных. В третьем издании есть пополнение. В число особо охраняемых попали бабочка-голубянка арктическая, ива красивая, кизильник Антонины. А некоторых представителей фауны, например, ужей, гадюк и летучих мышей, перенесли в отдельное приложение. Они оказались стабильными по численности, но тем не менее нуждаются в постоянном контроле. В число редких отбор идет по специальным критериям. Существует 5 категорий редких видов от нулевой. Это те виды, которые уже исчезли. И у нас в регионе такой вид есть. Это крупная рыба, таймень, которая в бассейне Печоры встречалась до конца 70-х годов прошлого века. Но в результате целенаправленного вылова, так называемой биологической мелиорации, на сегодняшний день мы этого сибирского вида в наших реках уже многие десятилетия не наблюдаем. Вплоть до видов, которые восстанавливают свою численность. Это в масштабах Российской Федерации такой вид, как малый лебедь. Популяции его в масштабах страны стали увеличиваться. Между изданиями Красной книги 10 лет. За это время в полевых условиях биологи ведут контроль за редкими видами флоры и фауны. Специалисты по определенным методикам подсчитывают численность, соотношение особей различного пола и возраста. Как отмечают ученые, в Коми очень развит заповедный фонд. 80–90% редких видов растений, животных и грибов встречается именно на особо охраняемых территориях. Это залог их стабильного сохранения. В регионе на сегодня уже 3 заповедника федерального значения. Авторами третьего издания Красной книги проделана большая кропотливая работа. На протяжении нескольких лет были проведены многочисленные исследования, выявляли места обитания редких видов растений и животных, следили за их численностью и состоянием. В результате были обновлены данные в Красную книгу республики и были включены более 500 представителей растительного и животного мира. Как известно, одна из главных угроз численности краснокнижных видов – человек. Травники, например, под корень уничтожают радиолу розовую. Всем известны ее лечебные свойства. А в прошлом году поймали браконьеров на сапсана и малого лебедя. Так вот, с этого года им придется платить не только штраф за правонарушение. В третьем издании Красной книги появился новый раздел о таксах. Это тот самый экономический механизм, который позволяет в случае нанесения ущерба редким видам возмещать его в денежном выражении. Это ущерб, который подлежит, сумма, которая подлежит возмещению за утрату видов. Ну вот, допустим, рак, там особенность, один из видов раков, занесенный в Красную книгу, за уничтожение одного такого рака 500 рублей. Вот. За уничтожение там краснокнижного кустарника 7,5 тысяч одного. Соответственно, там лишайники, животные, они тоже имеют свою таксу. Вот я примеры приводил, правда, это примеры краснокнижной Российской Федерации, что вот в прошлом году за отлов сапсана 1 миллион 850 тысяч было уплачено браконьерам. Именно в счет ущерба, штраф отдельно. Новое издание раздадут по всем библиотекам. Красная книга нужна не только школьникам и ученым, но, скажем, и лесозаготовителям. Некоторые краснокнижные лишайники, например, лобария легочная, растет на территориях лесозаготовок. И одним из требований сертификации лесных предприятий является именно сохранение редких представителей животного и растительного миров. Елена Кононова, Павел Фетисов, телеканал Юрган.